Видите, это окно, все стекла, все здесь. Осталась одна форточка. Все. Не укрылись от бури даже в собственном доме. Во дворе деревянного ветхостроя в Сыктывкаре сегодня не пройти, не проехать. Вечерний шторм, накрывший столицу Коми накануне, с корнем повалил сразу два старых тополя. Один из них рухнул на угол дома и пробил крышу. На землю полетели шифер и доски. Но история на этом не закончилась. Как раз в момент падения хозяева решили закрыть окно от ветра, о чем потом сильно пожалели. Я только пытался его закрыть, женщина стояла. Нас так откинуло, когда начала провода швырять электрические. Все провода оборвало. Нас откинуло. Данная женщина ударилась правой ногой об кровать. Но она никуда не стала обращаться, ничего. Просто хотелось бы какой-то справедливости, не знаю. Квартиру хорошенько подтопило. Теперь предстоит экстренно залатать дыры, пока дождь не начался снова. Правда, пока результаты работы управляющей компании жильцов не радуют. И на нее даже планируют подавать в суд. Мол, кроют крышу коммунальщики старыми досками. Осталась семья также без света и интернета. И если электрику починили практически сразу, то со связью придется повозиться подольше. Сейчас повреждение кабеля линии произошло. Вот восстановление после вчерашнего урагана. И восстановим кабель и дадим интернет людям. Восстановим повреждения и будет все работать. Устранять последствия стихийного бедствия сотрудники телекоммуникационной компании с самого утра. А вот жильцам этого частного дома, похоже, придется справляться своими силами. Гигантское дерево, которое свалилось на участок, росло на их же территории. Слава богу, никто не пострадал, ни жильцы девятиэтажки, включая автовладельцев, ни наши и соседские постройки. Даже наш телефонный столб жив остался. Чудо, что и машину свою на ночь не загнали во двор. Разве что только минус нашему забору из рабицы до дощатой перегородки. Сегодня своими видео сыктывкарцы делятся в сети. В одном из гипермаркетов как раз в момент начавшейся бури с грозой по какой-то причине сработала система пожарной сигнализации. Посетителям пришлось эвакуироваться на улицу, где шел сильнейший ливень. Система пожарной сигнализации. Просьба покинуть помещение согласно плану эвакуации. Не обошлось и без подтопленных дорог. Впрочем, на этот раз Сыктывкар не превратился в Венецию. И в целом, во время шторма в столице никто серьезно не пострадал. Да и метеорологи ничего критического в резкой смене погоды не зафиксировали. А вот жители успели заснять поистине уникальные кадры. Константин Куратов, Таисия Жакова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.